Уйгуры Монгольской империи. Юань-Ши. Хроники династии Юань. Том 145, жизнеописание 32. Уйгур Гунлян Хая, академик, написал историю Китая и летопись монгольских императоров Юань. Лянь Хуэй Шань Хая, уйгур. Второе имя Гунлян, внук Булу Хая, племянник Лян Сисяня, отец Алухун Хая, другачи провинции Гуанде. Гунлян Хая в детстве осиротел. Когда говорил об отце, сразу текли слезы. Один содержал мать, но в доме не хватало средств. Не считал позором носить грязную одежду и есть грубую пищу. Когда мать умерла, он горевал и изнурил себя сверх меры. Он переправлял гроб через реку к могилам предков, и поднялся сильный ветер и волны. Лодочники сказали: «Божественный дракон гневается, нельзя перевозить труп». Гунлян Хая, воздев руки к небу, громко воскликнул: «Я хочу похоронить мать рядом с предками». Как духи смеют останавливать сына, совершающего свой долг? Ветер утих. В возрасте 20 лет сановники хотели привлечь его в охранную императорскую гвардию. Он отказался и сказал: «Мой дед служил Хубилаю Ши Цзу. Благодаря своим знаниям получил имя Лянь Мэн Цзы. Был человек чести. Ныне, когда учреждены экзамены для отбора ученых, я хочу учиться и пройти по экзаменам». Тогда он поступил в Государственную академию и стал накапливать заслуги. В первый год Чжи 1321 год получил высшую ученую степень Цзиньши. Назначен Чен Шилан, помощник управителя Шунчжоу. В то время начальник оружейных мастеров Мадула, злоупотребляя властью, захватил землю жителей. Коллеги его боялись. Гунлян Хая, прибыв на должность, сразу рассмотрел дело и восстановил справедливость. Прослужил 1 год и по рекомендации был призван в историческое управление. Участвовал в составлении правдивых летописей императоров Ин Цзуна Гэгэн Хана и Жэнь Цзуна Баянту Хана. Затем назначен Цзянь Чиюйши, инспектор-цензор. В то время в Чжун-Шушине Великой канцелярии был министр, жадный и беззаконный. Гунлян Хая сразу подал доклад с обвинением против него. Сказал коллегам: «Даже если за исполнение обязанностей говорить правду, я получу наказание, это мой долг». Затем подал доклад с обвинением могущественного Мингли Дунга, считая, что его не следует допускать к жертвоприношениям в великом храме предков. Переведен Душуй Цзянь, начальник ведомства водных работ, расчистил реку Хуитун, построил дамбы на реках Лань и Ци. Также отремонтировал восточные шлюзы столицы. Затем последовательно занимал должности: Мишу Чен, секретарь императорской библиотеки; Джунгун, заместитель начальника управления общего благосостояния Хуэйфу. Подал доклад, где осуждал обычай встречи Будды в феврале, так как это растрачивает богатство и разъедает нравы. Общественное мнение одобрило его. Позже назначен помощником в управлении инспекцией Хуайдун. Затем переведен Юань Вайланом, заместитель начальника в отделы левой и правой канцелярии провинции Цзиньчжэ. Затем последовательно занимал должности в управлениях инспекции провинций Хэдун, Фэнань, Цзиньси. Повышен до Цзиньлюй, секретарь Южного цензорского ведомства Цзиннань. Когда соляная монополия в Шиндуне пришла в упадок, его назначили Дуч-Жуань Юньши, главный инспектор по перевозкам. Не прошло и месяца, благодаря наивысшим результатам по налогам был награжден золотом, шелками, почетным кубком за свои достижения. В начале 3-го года Чжи Чжэн 1343 год, когда проводили церемонию жертвоприношения небу у загородного алтаря, был вызван и назначен Шиши, распорядитель церемоний. На следующий год участвовал в составлении и редактировании истории 3 династий – Лио, Сэйзи, Нисун. Затем переведен на должность начальника департамента почитания литературы. После этого последовательно повышался в должностях, достигнув поста Ючен, правый советник провинции Хэнань. Тогда был издан указ о мобилизации населения на работы по ремонту на реке Хуанхэ. Срочно доложил о нецелесообразности и причинении страданий народу. Но тогдашний первый советник не принял его предложение. Был назначен Ючен, управляющий провинцией Хугуан. После падения Ученя временно подвергся расследованию. Но вскоре дело прояснилось и оказалось ложным, и он был назначен правым советником провинции Цзиньси. Когда многие округа оказались под властью мятежников, он вместе с первым министром, уйгуром Дао Туном, объединив усилия, составил план обороны и подавления. И тогда же назначен Линь Фанши, инспектор округа.
Вскоре провинция Цзинси также пала. Гунлян Хая бежал в Фуцзянь, позднее назначен Цэянем, советником начальника военного совета. Затем переведен на должность Ючен, правый советник провинции Фуцзянь. Гунлян Хая войсками усмирил Яньпин и Шаоу, и край стал спокоен. Спустя год был вызван обратно для управления провинцией, руководил подготовкой к обороне, а также контролировал сбор налогов для отправки морским путем на снабжение столицы. Императорский двор на него полагался. Переведен на должность начальника управления буддистских дел Сюаньчжэн. На следующий год назначен Ханьлинь Сюэши Чэньчжи, главный академик Ханьлинь, Чжи Чжига, заведующий составлением государственных указов, и одновременно руководитель составления государственной истории и соавтор официальных хроник. Умер в возрасте 71 год.